Здравствуйте! Сегодня будем говорить о гастролях Росгосцирка в нашей столице. 14 июня состоялось торжественное открытие циркового шоу «Созвездие смелых». И вот уже несколько дней идут яркие представления. Жители, гости Абхазии, особенно дети, получают незабываемые впечатления. Цирк приехал, как вот одноименный фильм есть такой, вспоминается. И у нас в студии директор Сочинского государственного цирка Наталья Шульга. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Николаевна, за долгие годы это первое такое крупное цирковое шоу в Абхазии. Как прошло торжественное открытие? Как вот уже почти неделю вы здесь, идут у вас представления? Как они проходят? Ну, действительно, как нам сказали, впервые за 20 лет цирк приехал в Абхазию, причем цирк такого уровня. Я вот уже говорила, что компания «Росгосцирк» — это самая большая в мире компания, которая объединяет 36 цирков по всей России. Ну и, соответственно, шоу у нас очень высокого уровня. И хочу сказать, что, отвечая на ваш вопрос, что феерично у нас прошла премьера. На премьере у нас было практически все правительство Абхазии, кроме президента, но я надеюсь, он тоже нас посетит. На премьере был наш генеральный директор Сергей Григорьевич Беляков, генеральный директор Росгосцирка. На следующий день нас приехал поддержать первый замминистра культуры Российской Федерации. Поэтому достаточно большое внимание к этому событию со стороны и Российской Федерации, и Республики Абхазия. Ну а зрители очень восторженно встретили это событие, аплодировали стоя. Вот, нашим артистам и животным, которые принимали участие, было приятно, потому что все реагируют одинаково позитивно на аплодисменты. Мы начали аншлагами, то есть люди, которые немножко запоздали с приобретением билетов, приходили, и билетов не было. Вот. В среду мы тоже прошли аншлагами. Ну, сейчас вот там заканчиваются билеты, поэтому кто еще не успел, поторопитесь. Тем более, что на эти выходные и на следующие выходные мы запустили такую социальную акцию «С бабушкой в цирк». То есть вот для всех женщин, которые достигли 55-летнего возраста, то есть пенсионного возраста, билеты в цирк до конца июня будут абсолютно бесплатны. Вот, то есть они могут прийти, получить бесплатный билет и привезти с собой внуков. Ну, или кого-то там из своих Дедушки близких. нет, да? Для дедушки это следующий этап. На самом деле, почему мы, собственно, и запускаем еще какие-то акции, хотя билеты, в общем-то, такие очень недорогие, 500, 700 и 1000 рублей. Для сравнения, вот сейчас идет представление в Сочинском цирке, Королевского цирка. Средняя цена билетов 5000 рублей. Вот. Это не потому, что шоу плохое, это потому, что мы хотим, чтобы как можно большее количество людей посмотрело цирковое представление, познакомилось с цирковым искусством. Мало того, мы, когда встречались в преддверии премьеры с вице-премьером Абхазии Таращем Хагба, разговаривали вместе с директором Росгосцирка Сергеем Беляковым о том, что мы не только привезли цирковое представление, мы еще и привезли какие-то социальные свои инновации. То есть мы уже 2 занятия провели циркотерапии с детьми, которые в этом нуждаются в социализации, в реабилитации определенных заболеваний. И я вам хочу сказать, что даже первые вот такие наши занятия прошли с достаточно таким большим успехом, я считаю. Ну, у нас пока 2 представления в неделю, но я надеюсь, мы будем добавлять еще с июня месяца мы пока, скажем так, хотя в первую неделю у нас было 3 представления: суббота, воскресенье и среда.
получается. Но пока еще сезон не в разгаре в Абхазии, Да. мы решили ну, немножечко так подсбавить темп, а с середины июля будет опять по 3 представления, может, будем еще добавлять. То есть это уже в зависимости от того, какой будет интерес. Вот. Но могу сказать, что уже сейчас люди приходят, и если прямо перед самым началом, то приходят, и билетов нет уже. Вот. Но тем не менее мы запустили вот эту социальную акцию с бабушкой в цирк. Ну, не потому, что у нас не раскупаются билеты, а потому, что мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с цирковым искусством. Мало того, я на днях встречалась с председателем профсоюзной организации Республики Абхазия, вот, и предложила тоже для всех членов профсоюза Республики Абхазия, вне зависимости от того, в каких профсоюзах, там медицинские работники, учителя, то есть для любых людей, которые находятся в профсоюзных организациях, мы тоже будем делать 50% скидку. Вот, поэтому, в принципе, очень хочется, чтобы каждый смог увидеть наше замечательное представление. Ну, насколько комфортно и удобно вас разместили, цирковую труппу, ну и, конечно, питомцев, им особые условия содержания нужны, наверное. Вы знаете, нас разместили просто в шикарных условиях. Мы находимся на территории республиканского стадиона. Хочу сказать, что у нас накануне, год назад, проходили гастроли в Донецкой Народной Республике, в Луганске. Это же Шапито у нас стояло в Шахтерске. Вот, то есть мы работали в таких полевых условиях. Вот, а сейчас мы, скажем так, вот находимся, можно сказать, на курорте в прямом, Да. в переносном смысле этого слова. Животные тоже прекрасно разместились. Мы получаем всевозможное содействие со стороны правительства Республики Абхазия. Нами очень прям активно занимается нашим, скажем так, бытом и комфортом директор стадиона республиканского и замглавы Гальского района Леон Гурамович, поэтому мы, в общем-то, не обделены вниманием. Ну, цирк — это такое необычайно интересное зрелище. Зрители, затаив дыхание, восторгаются там смелостью эквилибристов, иллюзионисты и пантомимы. Они могут рассмешить, поднимут всегда настроение зрителю. И, в общем-то, цирковое искусство имеет такие глубокие корни, глубокую историю. Как цирк развивается вот в наши дни, в настоящее время, как удается сохранять высокий интерес и любовь к цирку? Ну, вы знаете, цирк не стоит на месте, при всем том, что цирк, мы, в общем-то, сохраняем те традиции, которые уже наработаны столетиями. Ну, к примеру, вот манеж, как был 13 метров диаметр манежа, так он у нас и есть 13 метров. Мы чтим династийных артистов. У нас в цирке очень много династий работает цирковых. Российский цирк — это цирк с животными. Мы с любовью относимся к нашим артистам, которые радуют и нас самих, и зрителей своим таким искусством. И дрессировщик во многих странах — это уже такая профессия, которая ушла из цирков, но российский цирк — это традиционно цирк с животными, поэтому мы чтим эти традиции и улучшаем каждый раз какие-то там и условия содержания, и совершенствуемся в плане модернизации самого цирка в целом. То есть мы используем инновационные технологии, то есть это и лазерное шоу, это какие-то передовые технологии, которые связаны с машинерией. У нас даже медведь катается на гироскутере. Да, я видел вот в день открытия по телевизору. Вот, кстати, вот, братья Запашные, Эдгар, по-моему, говорил, что вот интеллект у животных не сравнить. Когда, говорит, я начинал с ними работать, и вот сегодняшние дни,
Мне, говорит, вот, подрос интеллект. А вы знаете, вот как раз мы были недавно на круглом столе в Государственной Думе Российской Федерации, где обсуждался законопроект вместе с Эдгардом Запашным. Эдгард и Аскольд, и представители российской государственной компании, были наш генеральный директор, и Куклачев был тоже на этом круглом столе, и обсуждался законопроект о том, чтобы постепенно убрать животных из цирка, из российского цирка. И вот как раз-таки Эдгард Вальтерович привел цитату, которую когда-то ему сказал Дроздов, известный ведущий, который рассказывал все время про мир животных, ему уже, по-моему, за 80 лет. Вот, и он ему сказал, что, Эдгард, ты знаешь, животные в зоопарке живут в 2 раза больше, чем в живой природе. Эдгард говорит, ну здорово. Он говорит, а в цирке живут еще дольше. Он говорит, а почему? Он говорит, потому что они там работают, и у них реально, скажем, если говорить о каких-то интеллектуальных способностях, ну, я, например, не умею на гироскутере кататься. Я тоже. Наверное, никогда не научусь. Ну, вот, то есть здесь и ответ тоже на разговоры зоозащитников о том, что как-то здесь с животными обращаются не совсем правильно. Дело в том, что мы действительно, некоторые виды редких животных даже размножаются в цирках, а когда животное размножается, значит, оно находится в комфортных условиях. То есть, если бы им было нехорошо, они бы не размножались. И вот тигры, поющие тигры, которые работают сейчас в манеже на республиканском стадионе, они все родственники. В каком плане? Вот есть мама и папа, и еще несколько тигров — это их дети. Вот, то есть у нас работает такая тигриная семья, да, которая родилась и выросла в цирке. Династия. Династия, да, и прекрасно себя чувствует. Понятно. Да, я тоже читал, вот, смотрел в YouTube про вот эту историю, и где они говорят, что на самом деле там 5 лет тигру в лесу, у него зубов уже нет, а в цирке они живут долго и за ними ухаживают. Вы знаете, ну, для Республики Абхазия это, наверное, такой хороший пример, потому что республика хлебосольная, всегда нас тут принимают, мы садимся за хорошо, богато накрытый стол, поднимают тосты. Вот. И у нас вот в цирке первый тост всегда поднимают за животных. Традиция. Вот. Да, это такая цирковая традиция, поэтому тоже такой нюанс наш цирковой. Благодарим за интервью, пожелаем успехов вам в работе. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо.